Продолжаем выпуск. В республиканской больнице имени Жемчуева провели сложнейшую операцию по восстановлению практически оторванной руки молодому мужчине. Пациента, поступившего после ДТП, оперировали 3 часа. Как он себя чувствует после операции и какие прогнозы делают врачи, узнавала Айна Басхаева. Шок, боль и надежда на лучшее – это все, что сейчас может вспомнить Максим Мухин на том злосчастном дне. 31-летний водитель большегруза за почти 10-летний стаж впервые попал в аварию. 28 декабря саратовец вез битум из родного города в Махачкалу. На трассе в Яшкульском районе впереди идущий грузовик занесло, и мужчина стал невольным участником ДТП. После все как в тумане, делится Максим. В памяти остались лишь приободряющие речи врачей, которым мужчина безмерно благодарен за спасение. Ну, я уже, как вам сказать, такая ситуация, вы сами понимаете, смотришь на это все и столько мыслей в голове, то есть, врачи поддерживали, успокаивали, говорили, что все делали. Ну, я видел их отношение ко мне, то есть, и мне добавлял уверенность, что ли, я не знаю, что надежды, что все будет, хорошо. Сейчас я чувствую себя хорошо, более-менее, рука идет на поправку. У врачей золотые руки просто, я не знаю, я им очень сильно благодарен, большое им спасибо. Руку мне сохранили. Я не стал в 20-31 год инвалидом, скажем так. Если бы не они, я бы уже, наверное, был бы без руки. Если бы я попал куда-нибудь в другое место или еще что-то, я не знаю. Врачи просто меня спасли. Неполную картину воспоминаний пациента восстанавливают врачи. Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. В первую очередь вопрос стоял о спасении жизни и ампутации конечности. Однако после более детального осмотра пациента сосудистым хирургом и травматологами было принято непростое решение о сохранении молодому парню руки. Как говорят сами врачи, они пошли на риск, думая о будущем Максима, и по сути пришили практически оторванную руку. При поступлении операционной бригады с дежурным сосудистым хирургом признали в виде сосудистого пучка. И на основании этого уже вопрос стоял о сохранении конечностей. Когда меня вызвали на пациента, это было очень такое тяжелое, конечно, зрелище, потому что травма была обширная. На руке человека имелась очень большая рана с огромным многооскольчатым переломом, с дефектом костей. По сути, рука оставалась висеть только на участке кожи и задней группе мышц. Это было тяжелое решение, но, посоветовавшись, посмотрели и решили дать шанс человеку. Операция была сложна в первую очередь именно обширностью травмы. То, что у человека было повреждение практически всей руки. Приходилось чинить не только кости, мышцы, связки, но в том числе и в первую очередь сохранить здоровье сосудов. А это очень сложно, когда именно настолько обширная работа. И взаимными усилиями очень непростой операции, я считаю, добились хорошего эффекта. Подобные операции для врачей резбольницы хоть и крайне редкий случай, но не уникальный. Ювелирную работу по шивке сосудов и нервов проводят высококвалифицированные специалисты. Также в распоряжении врачей есть и современное оборудование. Максима Мухина оперировали 2 бригады врачей и медсестер. Операция длилась 3 часа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и даже шевелит пальцами. В дальнейшем было выполнено вторичное, то есть оперативное лечение по поводу уже стабилизации костной и ревизии послеоперационной раны. В результате которого мы тоже сейчас на данный момент мы достигли хороших результатов, сохранили, как ранее говорил ангиохирург, сосуды, то есть питание, пульсацию, что нам это позволило в дальнейшем провести пластику, мышечную пластику, костную пластику. В условиях аппарата Элизара мы зафиксировали это все. Сейчас на данном этапе у нее состояние уже удовлетворительное, раны ограничились, гранулирует, то есть уже хорошее заживление, идет вторичное натяжение. В дальнейшем ему ожидается уже этапная операция по поводу кожных пластик и костных пластик. Но это уже будет он делаться, наверное, в условиях федеральных центров. Впереди у саратовца долгий курс реабилитации, результат которого зависит в том числе и от настроя и решимости пациента. Сам же Максим признается, что думает только о полном восстановлении, во многом благодаря поддержке врачей из Калмыкии. Айна Басхаева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».